Дисклеймер. Данное расследование включает в себя посты в Фейсбуке и эксклюзивное интервью Каната Султанбекова порталу Ниги.кз, материалы судебной коллегии по уголовным делам суда города Нур-Султан, информацию о финансовых махинациях в АО «Банк Астаны». ЛРТ – самый известный и эпический памятник 30-летней коррупции в Казахстане. Коррупция пронзила все сферы жизнедеятельности, от верхов до самых низов. В верхах она была ужасающих размеров, поражала своей наглостью и пугала безнаказанностью. И лишь кровавые январские события 2022 года, ставшие поворотной точкой в истории страны, дают нам шанс найти и наказать самых настоящих преступников, кукловодов проекта ЛРТ, рулившие Казахстаном и провернувшие грандиозную аферу на $250 миллионов США. Все они сейчас, за исключением Карима Масимова, на свободе. Тасмагамбетов на пенсии, Нурали Алиев отдыхает в Арабских Эмиратах, а Дильбек Джексибеков борется за кресло президента Футбольной Федерации Казахстана. В конце 2021 года судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана отменила приговор в отношении обвиняемых по делу о хищении в ЛРТ и вернула уголовное дело в прокуратуру. Само дело изначально было странным, начнем по порядку. В целом не станем повторяться в этой истории. Об этом написано немало во всех средствах массовой информации в версии Комитета национальной безопасности с подачи его председателя Карима Масимова. Однозначно проблемы в ЛРТ начались в 2016 году, после того, как полученный заем из Китая в $257 миллионов оператор проекта ТО «Астана ЛРТ» переводит в Банк Астаны с ужасными финансовыми показателями. Банк банкротится, непонятно куда исчезают $257 миллионов. Самое интересное расследование курирует председатель КНБ Карим Масимов и быстро находит козлов отпущения. Это бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и бывший глава Астана ЛРТ Талгат Ардан. Задача — быстро найти якобы виновных, осудить заочно и закрыть дело. Долг ЛРТ перед Китаем перекинуть на государство, что успешно было сделано через фонд проблемных кредитов. Банк Астаны обанкротить и забыть про загадочно исчезнувшие $257 миллионов. И все шло по этому сценарию. Подконтрольные Масимову Тенгри Ньюс и другие СМИ уводили фокус на козлов отпущения Султанбекова и Ардана. Кукловоды все детально спланировали, но не учли одного — народ. Что народ может восстать и сместить их бессменного патрона Нурсултана Назарбаева. Никто из них и в страшном сне не предполагал такое развитие событий. Свидетель в этом деле, который начал открыто говорить, только один – это бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков. Он работал в команде акима Тасмагамбетова и уволился в 2014 году. Затем уехал в США и начал заниматься стартапом. Изначально они занимались проектом БРТ. Это совсем не ЛРТ. БРТ — это автобусы, которые едут по своей линии, и строить его должны были французы. Это то, что работает в Алматы по улице Тимирязева. Но в 2014 году, как Султанбеков уволился, пост замакима занял Нурали Алиев, внук Нурсултана Назарбаева. Тасмагамбетов уходит в Минобороны, акимом становится Дильбек Джексибеков. Нурали Алиев под крылом Джексибекова меняет проект БРТ на ЛРТ, приводит китайских подрядчиков под китайский же кредит. $257 миллионов США чьим-то решением переводят в Банк Астаны, где главным акционером являлся Олжас Тохтаров, доверенное лицо зятя Иманғали Тасмагамбетова Кенеса Ракишева. Внезапно банк умышленно банкротится и проект замораживается. Возможно, внук Назарбаева причастен к этому преступлению, но кто может выйти против него? Никто не посмел бы. Очевидно, что когда Масимову нужен был козел отпущения, Тасмагамбетов сливает Султанбекова. Он все равно в США, заочно осудят и все. Султанбекова списал и следствие, и суд. Все его заявления намеренно игнорируются всеми. Цитируем Султанбекова из поста в Facebook.
Просто меня и других фигурантов дела назначили козлами отпущения в большом обмане под названием «Уголовное дело Астана ЛРТ». Хотя мы работали над БРТ и являлись низшими звеньями в цепочке, состоящей из акима Астаны, вице-министров, министров, премьер-министра Республики Казахстан и администрации президента Республики Казахстан, принимавших ключевые решения по строительству ЛРТ и БРТ. В то время правительство оказывало давление на акимат и требовало скорейшего подписания с ССЗ ТЭО и начало строительство объекта. В деле есть много подписанных ими протоколов. Соответственно, Тасмагамбетов требовал от меня, я требовал от других специалистов ускоренного исполнения поручений правительства, что, по мнению следствия, якобы подтверждает мою преступную деятельность. При таких обстоятельствах я и другие специалисты, согласовав с Тасмагамбетовым, поставили свою подпись на ССЗ ТЭО проекта, что, по мнению следствия, якобы доказывает преступную деятельность всех, кто подписал этот промежуточный документ. Поэтому, называя все своими именами, судят по проекту БРТ под соусом ЛРТ, а по проекту ЛРТ никого не допрашивают, расследования не ведут, 257 миллионов долларов не ищут. Никто из акимов и членов правительства вообще не допрошен, а ведь они принимали главные решения. Султанбеков в интервью порталу Ниге говорит о том, что писал неоднократно и передавал информацию Масимову на предмет того, кто изменил проект БРТ на ЛРТ, кто на самом деле мог быть причастен к коррупции. Цитируем полностью. Проект БРТ, который реализовывался в период моей работы, полностью отличается от замороженного ЛРТ. Вся инициатива по остановке БРТ и строительству ЛРТ на эстакаде была Джаксыбекова. Заместителем у него по данному проекту был Алиев. После того, как началось строительство этого варианта, он заморозился из-за того, что 257 миллионов заемных китайских денег незаконно ушли в Банк Астаны в декабре 2016-го, откуда они бесследно пропали. Кредитный заем в Китае подписывал Масимов, и, может, поэтому именно этот период освоения денег не расследовался. Ход моим материалам не дают. Очень селективный подход. Но и Тасмагамбетова участие тоже есть. Для начала следствие может и дистанционно провести допрос. Все материалы и мои показания о том, кто и в какой мере причастен и на каком этапе, я изложил. Написал президенту. Если мои документы объективно рассмотрят и дадут ход, возбудят дело по высокопоставленным чиновникам, дадут гарантию безопасности, то я готов рассмотреть мое возвращение. Куда делись 257 миллионов долларов? Это большие деньги. Об этом молчат все. И суд, и следствие. Но движение денег в банке Астаны легко отследить через подконтрольный Нацбанку Казахстанский центр межбанковских расчетов. Никто не задерживал и акционера банка Астаны Олжаса Тохтарова, потому что все следы привели бы к Кариму Масимову, Нурали Алиеву, Адельбеку Джаксыбекову и Мангали Тасмагамбетову и Кинесу Ракишеву. Это 5 друзей Оушена провели блестящую аферу, оставили после себя эпичный памятник коррупции, над которым теперь ломают голову дизайнеры и урбанисты со всего мира. Но тайна становится явью. Нурали Алиев теперь не является частью касты неприкасаемых. Оттого-то он срывает все акционерные собрания своей компании «Транстелеком» и не спешит прилетать из Дубая. Конец ли это славной истории казахстанской коррупции, покажет время.